Мұхтар Омарханұлы Әуезов көрнекті қазақ жазушысы, драматург және ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР-ның ғылым академиясының академик, еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Мұхтар Әуезовтың шығармашылық жолы екі ғарыштың трагедиялық тағдырын жыр еткен «Еңлік кебек» атты пьесаны жазудан басталды. Ол кінәмшіл бойжеткен, жетім, кім кінәлі, Қараш-Қараш оқиғасы, Көксерек атты әңгіме повестері, Қилы заман романы, Тас қауырсыны, Алма бағында сынды қазақ феодалдық қоғамының өткір мәселелерін ашатын пьесаларының, қазақ және қырғыз әдебиеті мен фольклорының тарихы бойынша монографиялық зерттеулердің авторы. Жазушының бүкіл шығармашылық жолының шарықтау шегі болып табылатын «Абай жолы» атты 4 томдық романы оны әлемдік деңгейде танылуына зор септігін тигізді. Бұл шығарма әлемнің көптеген тілдеріне аударылып, әлем әдебиеті кітапханасына енді. Биыл бүкіл Қазақстан заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтың 125 жылдық мерейтойын атап өтуде. Мухтар Әуезов – советский казахский писатель, драматург, ученый, общественный деятель, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель наук. Родился 28 сентября 1897 году в Чингисской волости, Семипалатинской области. Он рано лишился родителей. Маленький Мухтар воспитывался у дяди Касымбека, который в 1907 году после учебы в медресе устроил мальчиков в 5-классное городское русское училище Семипалатинский, где он проучился до 1919 года. В 1917 году в юрте жены Абая Айгерим в виде подарка по случаю выдачи замуж и проводов Акыш, внучки Абая, была поставлена первая написанная Мухтаром Әуезовым пьеса «Еңлік кебек». В межреволюционный период Мухтар Әуезов стал активным членом казахской молодежной организации «Жанар». В числе прочего, он помогает голодающему населению Южного Казахстана. В 1918 году он вместе с Жусунбеком Аймаутовым издал Семипалатинский журнал «Абай». В 1919 году Мухтар Әуезов вступил в партию большевиков и продвинулся впоследствии по партийной линии до должности представителя Семипалатинского губисполкома и секретаря КАС-ЦК в Оренбурге, одновременно пробуя свои силы в драматургии и журналистике. Осенью 1922 году за нарушение партдисциплины и проявление национализма Әуезов был исключен из партии большевиков. Он оставил свой пост в Оренбурге и поступил вольнослушателем в Азиатский Туркестанский университет в Ташкенте, сотрудничая с журналом «Шолпак». В октябре 1923 году поступив на филологическое отделение Ленинградского государственного университета. Но после первого курса он вернулся в Казахстан. Осенью 1925 году снова поехал в Ленинград и закончил свою учебу в 1928 году. В 1930 году Әуезова арестовывают по обвинению в связи с организацией молодых казахских писателей «Алка». Он проводит 2,5 года в заключении. Выйдя на свободу, Әуезов преподает в вузах Алматы, продолжает писать пьесы. Его друг и поэт Ильяс Джансугуров советовал Әуезову бросить политику и заняться исследованием творчества знаменитого родственника. И уже в 1933 году Әуезов выпускает первое полное собрание сочинений Абая «Абай Кунанбай Улы Толык Жинак». К первому пленуму Союза писателей Казахстана, состоявшемуся в мае 1937 году, Әуезов является самой яркой фигурой на литературном небоскребе Казахстана, но и самой преследуемой. По старой памяти его труды запрещают местные органы НКВД, извлекают из библиотек, самого увольняют с работы. Он уехал в Москву и много сотрудничал с писателем Леонидом Сергеевичем Соболевым. Они написали трагедию «Абай», научные исследования, эпос и фольклор казахского народа. Выпустили сборник «Песни казахского народа». С началом войны Әуезов вернулся в Казахстан, работал в Институте языка, литературы и истории КАСФАН СССР и чуть позже работал в Казахском научном исследовательском институте культуры. В 1942 году выпустил первую книгу романа «Абай». В 1945 году, в год столетия Абая, Әуезов написал либретто оперы «Абай», сценарий художественного кинофильма «Песни Абая», новый вариант биографии Абая и несколько статей о нем. На следующий год он стал доктором философских наук, профессором, академиком АН Казахской ССР. В 1947 году была опубликована вторая книга «Абай» на казахском языке, а в 1948 году обе книги на русском языке.
Летом 1961 году уехал в Москву на лечение. 27 июня 1961 году умер во время операции. Похоронен в Алматы на центральном кладбище.